Субботнее дерби «Спартака» и «Динамо» во многом становилось определяющим для красно-белых. Победа и в случае неудачи «Локомотива» спартаковцы впервые в этом сезоне могли возглавить таблицу. Потери очков и железнодорожники вновь уходили в отрыв. И надо же такому случиться, что именно в этот день в составе «Спартака» отсутствовали дисквалифицированный Титов и недолечивший травму Сычев. В парах бесчастных Романцев вынужден был выпустить выступающего за дубль Фло, а в центр полузащиты поставить Парфенова. Заполнивший почти до отказа торпедовский стадион поклонники красно-белых в первые минуты с тревогой наблюдали за действиями необычного состава любимой команды. Матч начался без разведки, и уже на первых минутах динамовцы показали серьезность своих притязаний на победу. Но «Спартак» тут же ответил неплохой атакой. Моменты возникали и у тех, и у других ворот. Но стопроцентных шансов, пожалуй, не было ни у кого. В защите обе команды действовали плотно и достаточно жестко. После отдыха на поле ничего не изменилось. И Романцев первым решился на замену. На 65-й минуте вместо Фло он выпустил Данишевского. Со стороны этот ход казался труднообъяснимым. Темнокожий нападающий и за мяч цеплялся, и взаимодействие с бесчастных наладил. Разгадку замысла спартаковского тренера зрители ждали ровно 1,5 минуты. Свежий Данишевский после не совсем точной скидки бесчастных рванулся к безнадежному мячу, на мгновение опередил Березовского и вторым касанием вонзил мяч в верхний угол динамовских ворот. Оставшееся время гости боролись за ничью, но ничего не могли поделать с поймавшим кураж соперника. Какой-то особый настрой сейчас в команде виден. Что произошло? Как-то ребята по-другому заиграли. Сегодня не было Титова, Сычева. Люди находятся в команде «Спартак», следовательно, это уже значит, они что-то умеют. При этом хотели доказать, что они тоже умеют играть, и я считаю, что доказали, молодцы, здорово сыграли. У «Спартака» нашелся игрок, который вышел и решил исход матча. А у «Динамо» сегодня нет, потому что Тхазов, у него была температура, мы не могли его выпустить, 2 дня болел. И все. Вот вам, все просто как в меру. «Спартак» победил в 8-й раз в последних 9 матчах, и все с нетерпением ждали, чем ответит «Локомотив».